19 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,10 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2612 до 10,28 сомони, 1 евро от 11,1098 до 11,22 сомони, 1 российский рубль от 0,1480 до 0,1515 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в пределах 1,5% после выхода слабой статистики в США и данных АПИ о росте запасов сырья в стране. Цена на нефть марки Brent составила $83,86 за баррель, марки ВТИ $78,56 за баррель. Цена на золото умеренно растет в четверг утром под влиянием слабого доллара и составляет $1911.30 за тройскую унцию. Таджикистан в 2022 году экспортировал электроэнергию на сумму свыше $106 миллионов, что на 10,6% больше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает статведомство республики. Доля электроэнергии в общей сумме экспорта республики в минувшем году выросла до 5% с 4,5% в позапрошлом году. Таджикистан в соответствии с заключенными договорами поставляет электроэнергию в Афганистан круглый год, а также в Узбекистан только в весенне-летний период. Получить информацию о стоимости таджикского электричества для афганских потребителей в 2022 году не удалось, однако ранее в Барки Тоджик сообщали, что в 2021 году Афганистан платил за каждый киловатт 3 цента по линии электропередачи 110 киловольт и 4,5 цента по ЛЭП 220 киловольт. В соответствии с соглашением 2008 года стоимость таджикской электроэнергии для афганских потребителей ежегодно увеличивается на 3%. Внешнеторговый оборот Таджикистана в минувшем году составил свыше $7,3 миллиардов, что на 15% больше, чем в 2021 году, сообщает статведомство страны. Экспорт таджикской продукции сложился на сумму свыше $2,1 миллиарда, а импортировано товаров на сумму около $5,2 миллиарда. И таким образом дефицит торгового баланса превысил $3 миллиарда. Объем экспорта по сравнению с 2021 годом сократился на 0,4%, а импорта почти на 23%. Подавляющая доля в экспорте приходилась на различное сырье. Так, минеральные продукты занимали около 41,8%, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни 24,7%, недрагоценные металлы и изделия из них 14,9%, текстильные материалы и изделия из них 13%. Таджикистан в минувшем году имел внешнеторговые отношения со 110 странами мира. Главными торговыми партнерами республики остаются Россия, это 22,9% во внешней торговле, Казахстан 19,7%, Китай 16,6%. Основными рынками сбыта таджикской продукции в прошлом году стали Казахстан 22,6% от общего объема экспорта, Швейцария 18,1% и Китай 17,2%. В Душанбе подписано 4 грантовых соглашения между Республикой Таджикистан и Международной ассоциацией развития. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Республики. Сообщается, что документы были подписаны 18 января министром финансов Таджикистана Файзидином Кахорзода и постоянным представителем Всемирного банка в республике Озаном Семимли. Среди подписанных документов, общая сумма которых составляет $116,5 миллионов, 3 соглашения о финансировании. Это структура и бизнес-основа проекта «Рагунская ГЭС» с целью повышения его экологической и социальной устойчивости, повышения прозрачности и поддержки его реализации. Общая стоимость технической помощи составляет 11,7 миллионов специальных прав заимствования, что равняется $15 миллионам. Проекта по поддержке политики стабильного и устойчивого развития Таджикистана. Его цель – поддержка правительства страны в деле усиления политики стабильного и устойчивого развития путем улучшения условий для инвестирования частного сектора, повышения эффективности, прозрачности и подотчетности государственного сектора, а также укрепления социально-экологической стабильности в кризисных ситуациях.
Общая стоимость проекта составляет 39 миллионов специальных прав заимствования, что эквивалентно 50 миллионам долларов. Третий проект – это проект по обеспечению устойчивости сельского хозяйства, основной целью которого является укрепление сельскохозяйственного сектора и принятие экстренных мер для решения продовольственного кризиса в Таджикистане. Общая стоимость данного проекта составляет также 39 миллионов специальных прав заимствования, то есть 50 миллионов долларов. Четвертое соглашение – это договор о предоставлении аванса на подготовку проекта строительства частной солнечной электростанции в Сагдийской области. Основное назначение аванса – подготовка ТЭО проекта, отчета по взаимодействию проекта на окружающую среду и общество, транзакционные консультативные услуги и основные квалификационные требования проекта. Сумма аванса составляет $1,5 миллиона. В Казахстане запретили экспортировать лук, сообщает об этом пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него, говорится в сообщении. В ведомстве считают, что из-за природных катаклизмов в Пакистане спровоцирован общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана. Также цена могла вырасти из-за сильных морозов на юге и в Узбекистане. Таким образом, основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт. Между тем, по данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 миллиона тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше, в среднем 315 тысяч тонн.